Вот на этом месте был найден самый крупный клад, пока самый крупный клад, состоящий из 2100 монет. Монет от 18 века и заканчивая 30-ми годами. Здесь находился деревянный дом купца Забоева. Вот. И его сносить начали в 1993 году. И когда его сносили и разбирали, вдруг обнаружили, значит, такое, как бы, посудину, в которой набито было этих самых монет. Как она нам обнаружена, непонятно. Но, кстати, интересно, что этот клад не был в публичности до 2001 года. Где он находился, непонятно. Но в 2001 году очень известный журналист, может быть, знаете его, Моисеев Николай, принес в Национальный музей, да, Национальный музей вот эти вот 2115 монет. Вот. Он принес в Национальный музей и сказал, что вот да, вот на месте вот этого дома было обнаружено эти самые монеты. Вот, это самый крупный у нас здесь клад с вот такими вот и довольно старыми монетами, но вот это самый крупный. Он ценности особо не представляет, ну в каком? В научном плане представляет. В плане, там не было золотых монет, даже, по-моему, там не было серебряных монет, там были одни медные монеты. Но вот такая вот разброс довольно серьезный. Так что перспективы, и самое главное, что это все очень близко, все эти вот клады очень близко. Что у нас тогда, собственно говоря, получается? Получается следующим образом. Что археологическую ценность представляет, конечно, та сторона реки, скорее, Вычегды. Вот. И основные поселения у нас там, которые сейчас обнаружены. Видимо, там еще будут обнаружены какие-то поселения. В основном на Старичных, потому что Вычегда шла там. Значит, у нас здесь, безусловно, одной из самых ценных археологически является Красная гора. То есть это с этой стороны находится. Вот Красная гора, то есть основные поселения здесь. Самые древние, это у нас неолитические здесь поселения, то есть население, древнее население, которое сюда пришло, вот, видимо, впервые здесь стало заселяться где-то порядка 6-7 тысяч лет назад. Вот они сюда пришли, они здесь стали заселяться. Вот, значит, самое большее количество поселений, которые найдены, пока найдены, это могут быть отнесены именно к нашему веку, то есть 6-10 век нашей эры. Они здесь, вот эти ванвизинское поселение и тому подобное. Вот. Единичные ценные находки могут обнаружиться самым необычным образом. Я вот говорю о том, что вот в 2021 году был обнаружен кельт, топор практически боевой. Вот. И, ну, одной из самых такой интересных находок было обнаружено, и, кстати, еще повторяю, что это тоже может быть кого-то из вас толкать к тому, чтобы это продолжать искать. Мой учитель Виктор Анатольевич Семенов, например, нашел довольно красивый топор бронзовый, потому что кельт, например, найденный в 2021 году, я его практически не нашел, он куда-то утерян, куда-то пропал. А вот кельт, который нашел Виктор Анатольевич Семенов, он нашел где-то здесь в районе Карткироса, в одной из деревень. Один из пареньков, наших учеников, ну, в смысле студентов его, сказал, что его дядя топором этим, очень необычным, рубит дрова. И когда Виктор Анатольевич попросил все-таки этот топор привезти, то он просто обалдел. Это был такой бронзовый тоже топор с такой птицей-набалдашником, который можно отнести к 2-му тысячелетию до нашей эры, то есть такой древнейший. А его дядя, что, обнаружив на земле, просто на земле обнаружив, он его заточил, вот, и стал использовать в хозяйстве. И вот самое последнее, может быть, здесь была, помните, выставка такая «Звери и боги» в Национальном музее. И там этот топор был выставлен о том, что вот такая вот необычная находка. Так что, друзья, если вы видите какие-то необычные вещи, они у нас еще ползут из нашей земли. Наша земля не истоптана, не испорчена. Здесь огромная масса археологических вещей. Берите и смело несите в Национальный музей, смело несите в Коми-научный центр, в университет. Попытайтесь, чтобы они все-таки попали в руки к ученым. Они расползлись, как монетки по отдельным, так сказать, норкам, по квартирам, по семьям и тому подобное. Чтобы все-таки научным образом. А если вы что-то находите, информируйте тоже ученых о этих местах, потому что раскопки могут дать очень важные результаты, и наша история, может быть, пополнится. Собственно говоря, все об археологии Сыктывкара и Усть-Усольска.